Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 100,7 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона дежурит Сергей Макрушин. Напоминаю, что с 9 до 10:00 мы продолжаем вещание в сети интернет. На нас можно посмотреть, не только нас послушать. На сайте «Крым Реалии», на нашей странице в Facebook, а также на нашем канале в YouTube. Крымчане могут присоединиться к нашему эфиру по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крымского полуострова звонки по этому номеру телефона бесплатны. Также жители материковой части страны могут нам звонить по номеру телефона 044 490 2905. Гость эфира. Итак, я приветствую в нашей студии президента фестиваля «Коктебель Джаз Фестивал» Лилию Млинарич. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. 27 августа завершился юбилейный «Коктебель Джаз Фестивал», даже можно сказать 28-го, потому что ночная сцена работала до рассвета. Давайте послушаем сюжет о том, как прошел этот фестиваль в Черноморске, о том, что происходило в Коктебеле, и обсудим это все скоро. Репортаж. With your guns and drums and drums and drums won't. В Черноморске закончился музыкальный фестиваль «Джаз Коктебель». Феерия красок и музыки наводнила Одесское побережье на целых 4 дня. На фестивале выступили исполнители и коллективы из Украины и мира. Среди звездных гостей Карл Фриерсон, Джей Джей Джонасон и Asian Dub Foundation. Fly over, sing, fly over. Вивиан Морт, The View и другие. Фестиваль переехал в Черноморск из Затоки, где организаторы в течение 2 лет сталкивались с проблемами в организации шоу. Недели ранее в аннексированном Крыму прошел фестиваль «Коктебель Джаз Пати», организатором которого является российский телеведущий Дмитрий Киселев. Он объявил свое мероприятие преемником предыдущих джазовых фестивалей в Коктебеле. В этом году «Коктебель Джаз Пати» запомнился появлением на сцене российского президента Владимира Путина, который выступил на закрытии фестиваля. Хочу высказать слова благодарности устроителям этого замечательного праздника. Вот уже 15 лет, с 2003 года, по-моему, здесь проходит такой замечательный фестиваль. В целом, за это время здесь побывало 150 ведущих коллективов мира. И в этом году приехало 10 замечательных коллективов. Фестиваль «Джаз Коктебель» впервые состоялся в 2003 году. С тех пор он 11 лет проводился на территории Крыма и 4 года на материковой части Украины. В свое время на сцене «Джаз Коктебеля» прошли первые большие концерты таких групп, как Даха Браха, The Hard Kiss и Джамала, ставшие тогда открытием для фестивальной публики. Репортаж. Итак, напоминаю, что у нас в гостях Лилия Млинарич, президент «Коктебель Джаз Фестивал». Говорим мы о фестивале, который проходил с 24 по 27, даже 28, как мы уже выяснили, августа в городе Черноморск, который в течение концертов успели переименовать в Коктебельск. И вот первый вопрос, да, относительно того, насколько Черноморск действительно стал коктебельском. Насколько там приняли вот это событие, которое привело не только много музыки, да, но и много туристов, в том числе, вот на эти дни? Ну, знаете, я могу сказать, что для тех, кто туда приехал на фестиваль, это был Коктебельск, поэтому это так в шутку, но это так и произошло. Было очень много людей, которые давно ездят на фестиваль. Было много людей, в том числе из Крыма. Это нас порадовало. Было 18 человек из Коктебеля, которые ко мне подошли и привезли мне подарки. Поэтому, что называется, об исторической памяти, наверное, это все говорит. И
Пляж турбазы «Чайки», заброшенный, вы, Сергей, сами там были, да, казался, невзирая на это, очень уютным местом для нашей публики, очень таким атмосферным, да, потому что Коктебель джаз-фестивал всегда славился своей атмосферой. Вот мне кажется, атмосферу удалось создать как в Коктебельске. Ну вот те люди, которые, кстати, приехали из Коктебеля, видели ли они то, что было там вот недели Да, видели. раньше? Ну, невозможно это, конечно, не обсудить, потому что получается, что была попытка присвоить, да, вот эту всю 15-летнюю историю. Ой, знаете, мы, по-моему, уже с вами говорили, когда нет Да. своего, берешь чужое, да, ну, например, если бы историю все-таки изучали и хотя бы пытались качественно присвоить, то точно бы сказали не 150 коллективов, а 552 за эти годы. Ну, то есть в этом смысле есть точность, когда люди занимаются. Ну, мы не устроители, мы организаторы. Поэтому мы точно знаем, когда кто у нас бывал, сколько людей было, и в этом смысле мы точно знаем, что за те годы, пока мы были в Коктебеле, Коктебель посетило около 500 тысяч людей. Ну вот, да, здесь невозможно не отметить, если зайти на сайт этого Коктебель Джаз Пати, которая проходила как раз-таки в Коктебеле, то вот по сей день висят афиши, которые выглядят очень странным образом. Например, анонсируется коллектив с участием музыкантов из США, Франции и России, или коллектив с участием музыкантов из Бразилии, Швеции и России. То есть никого не называли из лайнапа, да. Единственным хедлайнером, которого объявили, наверное, это был Владимир Путин, собственно. Ну, наверное, Даже, он в России главный хедлайнер, согласитесь. Что для джазового фестиваля весьма сомнительно, наверное, да. Ну, в целом, от того, что произошло в Черноморске в этом году, у вас какие ощущения? Удался фестиваль 15-й юбилейный? Мне кажется, что да, потому что была вот эта атмосфера любви, свободы, какого-то такого объединения людей, да. Мне так показалось, по крайней мере, поэтому с этой точки зрения мы считаем, что у нас праздник получился, да. Может быть, нам еще очень много, и это понятно, почему надо дорабатывать в инфраструктуре, да, которая не всегда зависит от музыкального контента, скажем так. И вопросы там есть, и мы понимаем их, да, но с точки зрения праздника, мне казалось, все было прекрасно. Давайте побольше о празднике и как раз-таки о творческой, да, составляющей фестиваля поговорим. Что стало открытием этого года? Потому что ни один фестиваль, наверное, не обходится без открытий. Что стало в этом году открытием? Как всегда, для меня открытия большие были на Open Stage. Мне страшно понравился проект Марьяны Головко. Она выступала в 4-й день, несмотря на трудности. Опять же, я говорю, не все зависит от организатора. У нас в этот день с утра пропало электричество. И кино не будет, сначала говорили, но потом мы нашли вариант. И проект Марьяны Головко «Сок» был очень красивым, очень ярким. Мне очень понравились Hertz Brass Beat Band из Харькова, такой жанр, который у нас только развивается, и стиль, да. Ребята просто, мне кажется, пляж порвали. Это было тоже очень здорово. И в данном случае Колер, группа из Одессы, прекрасная украиноязычная группа с невероятным голосом у солистки, да. То есть было очень много открытий на открытой сцене. По поводу не открытий, да, а историй, которые продолжаются уже сквозь Коктебель Джаз Фестивал уже 15 лет, да, те проекты, которые вместе с фестивалем, которые являются, наверное, вашей гордостью, вот эти все истории, да, начиная от истории Кати Чили, у которой очень много связано, как мы выяснили уже с фестивалем, да, и заканчивая другими. Вот увидели ли вы всех, кого хотели увидеть на сцене в этом году? Их, конечно, намного больше, но какие-то знаковые истории нам удалось показать, мы очень благодарны. Я к знаковым историям как раз отношу и Катю Чили, к знаковым историям отношу проект «Джази» Танков. Он был прекрасен. К знаковым проектам я отношу «Вагоновожатых», которые как раз стартанули и свой дебют сделали в 2014 году на джаз Коктебеле. И они это сами, Антон об этом много говорил на пресс-конференции, поэтому это просто площадка их рождения. И они шикарные, они показали рядом с Asia Dub Foundation, что они тоже прекрасно качают публику и передают все эмоции, и вообще создают невероятную какую-то энергию. Безусловно, такие проекты для нас очень важны. Мне очень было радостно, что в этом году
примерно 3 коллектива, которые начинали с открытой сцены, вернулись на New Jazz, на Майнстейдж фестиваль. Это Elephants, это Hypnotunes и это антикварные зубы Кашпировского, которые тоже, по-моему, всех порвали. Но это действительно очень важно, когда фестиваль становится лифтом, да, для музыкантов, когда они, приехав в один год на Open Stage, потом могут выйти уже на главную сцену, на New Jazz. Да? Но фестиваль устроен был таким образом, что невозможно было планировать свое нахождение там каким-то образом, потому что можно было где-то в какой-то локации застрять, в которой не собирался это делать. А до какой-то локации можно было идти очень долго. Вот я очень долго шел до той сцены, где играл джаз. Да, где играли именно джаз, это сцена «Джаз и море», которая располагалась в Дворце культуры, и слышал я там трио Усеина Бекирова, украинского и нашего крымско-татарского джазового музыканта. Он с нами на связи. Усеин, доброе утро. Как вам публика в Черноморске? Доброе. Как вам концерт? Ну, очень, вы знаете, я в этом году получил массу впечатлений. Ну, как всегда, фестиваль проходит на высшем уровне. И теплый прием всегда, как бы, знаете, аж так духовно завораживает. И публика, ну, и дух этот Коктебеля. Вот он, организатор его старается передать, удержать вот этот дух, который присутствовал в Крыму. Я его-то ощутил тоже в этом году. Ну вот смотрите, какая история. Я был на вашем концерте, видел, что зал был практически полным, чего, ну, наверное, я не предполагал, когда туда шел, потому что, когда играет модная, новая музыка, да, на New Jazz Stage, ну, есть такая вероятность, что мало кто придет слушать вот такой размеренный, классический, красивый очень джаз, да, но, тем не менее, зал был практически полный. Сколько там мест в этом зале? Там 300 мест. 300 мест. Вам как вот такое количество людей в Черноморске, да? Там было много местных, насколько я понимаю. Там в основном были местные. В основном были местные. Вот публика в Черноморске вас этим удивила? Тем, что она пришла слушать классическую музыку? Да, я был очень поражен этим, потому что, ну, во-первых, это сразу говорит о том, что публика уже такая элитарная, подготовленная, и люди слушали внимательно. Я тоже так, и когда играл, я оборачивался, даже удивлялся иногда, потому что я в этом году играл более такую усложненную программу. Ну, она такая для восприятия даже так немножко была сложновата. Но, тем не менее, люди хлопали и там вызывали на бис. Вообще было очень классно. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Усеин Бекиров, украинский, крымско-татарский наш джазовый музыкант, который вместе со своим трио давал концерт в рамках Коктебель Джаз Фестивал. Его президент Лилия Млинарич у нас в гостях. Ну, давайте теперь поговорим о тех, кого Коктебель Джаз Фестивал еще не слышал. Мы уже упоминали в нашем разговоре вот такую группу, как Asian Dub Foundation. Ее Украина до этого не слышала, если я не ошибаюсь. Как приняли вот такую новую музыку для себя? Как аудитория приняла? Вы знаете, пятница, мне показалось, что она действительно для нашей публики была какой-то невероятной. Все подходили, все благодарили, все, даже те, кто никогда не слышал и как бы не предполагал, что это музыка их, да, они говорили о том, что фестивали — это классная возможность услышать нечто другое. Не то, на что идешь или ожидаешь, да, а увидеть такой другой срез и пласт иного стиля, иной культуры, иной музыки. И мне кажется, в этом и есть миссия фестиваля — показывать и расширять мир для каждого из посетителей. Был ли артист, вот, который, я не знаю, может быть, не восприняла как-то публика, может быть, вот не те ожидания были или что-то еще? Ну, мне кажется, что иногда публика, ну, как бы не ожидает, да? Но бывает и так, вот, например, для меня дуэт братьев Радзецких, да, Big Second, был таким примером, когда публика, ну, такая была немножко, это было начало концерта, суббота, все там ждали Джаджа Йохансона, там, Шантель и так далее, и пришли так скорее поустраиваться на песочке, да. А ребята вышли, и, что называется, вот своей невероятной музыкой вместе с Назгуль Шукаевой, это тоже был эксперимент чистый, импровизационный. Они просто ее нашли на дорожке и забрали. И говорят, пойдем с нами повыступишь. Классно на фестивалях такая история. Они вдруг публику включили, я это видела. Хотя вот их выступления, ну, скажем так, не особо ожидали. Ну вот классно это.
Да, еще хотелось бы поговорить о том, что фестиваль был открыт в День независимости Украины, был открыт Днем украинской музыки, очень красивой украинской музыки. Я так понимаю, что это уже оформленная традиция фестиваля, да, и украинской музыке просто вот какое-то особое внимание уделяется. Ну, во-первых, мы украинский фестиваль. Я не буду еще раз это повторять, но отмечу, что традиция открывать именно украинской музыкой фестиваль, ей так уже лет 8. Вот полная традиция открывать, потому что украинская музыка становится все интереснее, все многообразнее, и это классно, да, нам хочется это отметить. Ну, плюс, конечно, праздник. Как же мы могли в праздник еще? Мы попытались, ну, знаете, сделать вот Карл Фриерсонс перформанс бендом, да, биг-бендом, сделать такую историю, ну, как бы, и мне показалось, что публике это понравилось. То есть, когда приглашенная звезда работает с Николаевским молодежным оркестром, да, как раньше бы сказали, либо сказали в духе вот той афиши оркестром, а это биг-бенд был. Поэтому нам кажется, такие эксперименты важны, нужны и не только для публики, но и для музыкантов. И мне кажется, это такой дань прекрасного уважения украинской музыки, которая очень хорошо развивается. Мы с вами как-то говорили о том, что у всего есть плюс и минус. Так вот, плюсом за эти 4 года является развитие и очень качественное украинского музыкального направления в любом. В поп-музыке, в джазовой музыке, в какой-то world music, да? Мы имеем колоссальный прорыв, на мой взгляд. Самый яркий момент, который оказался для вас таковым, да, на фестивале, и, возможно, уже есть какой-то фидбэк от аудитории, что для аудитории стало самым большим открытием или ярким таким воспоминанием? Ну, для меня, конечно, самым ярким, это для меня как организатора, это было то, когда вывели мы своих волонтеров на сцену. Потому что там было много волонтеров, которые участвовали в разных фестивалях, и все они сказали, это впервые в нашей жизни. Мы их так поблагодарили, то есть их под музыку, антикварные зубы Кашпировского, это была договоренность, каждого вывели и показали, ну, на авансцене. И мне было это важно, потому что ребята много трудились. Для меня и для публики очень, конечно, ярким стали вагоновожатые танки. Мы получили массу таких. Очень хорошо отзываются об открытой сцене, очень хорошо. И очень хорошо отзываются местные о сцене «Джаз и море», о всех 3 концертах. Вот это для меня прям, знаете, такая медаль на грудь. То есть это еще один стимул, да, несмотря на то, что вы вот принципиально удерживаете это направление, хотя оно, ну, не самое популярное, да, на фестивале. То есть это еще один стимул для того, чтобы его развивать. Да, мы действительно, вот Усейн об этом сказал, мы в этом году не стали как бы заигрывать, да. Мы поставили довольно сложную авторскую музыку на эту сцену, да. Назгуль Шукаева с прекрасным проектом «Трио», Усейн Бекиров, Рома Коляда, да, ну, вот сказать, что это простая музыка, это авторский джаз, никак, да, и джаз ин Киев тоже не играл, знаете, там, польки-дрыстушки, он играл серьезный джаз. И это было здорово, что публика начала это слушать и слышать. Ну, я знаю, что уже намечена автопати в Киеве после... Да, у нас была прекрасная ночная такая сцена, у нас такие резиденты в этом году замечательные, да, диджеи, что они очень такие активные, они тоже волонтеры, но в этом смысле они волонтеры музыкальные, да, и они уже сами, я вчера отходила, так сказать, от переезда, потому что мы были в дороге, мы собирали там все свои офисы, мы же такой передвигающийся в этом смысле фестиваль, а уже нам позвонили и сказали, вот мы организовали автопати. Нам показалось, что это тоже очень по-джазово. Мы даже к этому не... То есть скажите, пожалуйста, вы согласны? Я сказала, да. Да, ну вот я хотел спросить, на этом заканчивается Коктебель Джаз Фестивал 2017? Стоит ждать уже 2018 года? Либо можно еще ждать каких-то сюрпризов? Мы думаем сейчас, потому что есть идея о каких-то таких коллаборациях и концертах, да, мы пока еще, ну, знаете, как хорошая хозяйка, да, но не раскрывает же все секреты, да. Обычно у нас есть традиция проводить между, так сказать, активными сезонами пару концертов, которые бы были, ну, как поддерживающими, да, и это всегда очень интересно. Вот сейчас мы думаем о каких-то таких тоже историях, которые бы прошли как поддерживающие мероприятия, но в то же время показали и, может быть, определили какие-то части программы следующего года.
Ну, мы говорили уже, вот ранее в нашем эфире мы говорили о средствах массовой информации, которые были учреждены в Крыму и продолжают работу на материковой части, либо о тех, которые там создаются, и говорили о том, насколько важна государственная поддержка. Вот я хотел спросить о том, Коктебель Джаз Фестивал, он же до определенного момента имел государственную поддержку, да, определенную? Вот и нет. Нет? Вот Никогда и не нет. имел? Я вам сейчас скажу. Кто поддерживает фестиваль и нужна ли государственная поддержка? Да, поддержка нужна не только Коктебель Джаз Фестиваль, и другим фестивалям она тоже очень нужна. Единственный случай, когда мы подали честно на тендер в 2008 году концепцию, описали сцены и выиграли этот тендер, и нам пришло уведомление, что нам окажут поддержку почти 1 миллион гривен. По тем временам это были большие деньги. И, соответственно, это не случилось, потому что в тот год происходило 1020-летие крещения Руси. И, соответственно, сказали, что все деньги ушли туда. Но мы именно в 2008 году первый раз начали продавать билеты. До 2008 года все сцены фестиваля были бесплатными. Это нас тоже к чему-то, знаете, устремило, это нас чему-то научило, это нам дало некую модель. Основная поддержка идет от публики, от покупки абонементов, а не билетов. Билетов меньше на месте продается. И таким образом я могу точно сказать, что это такой общественно-частный фестиваль, который не поддерживается государством. Ну, а хотелось бы? Да, знаете, даже речь идет скорее о такой инфраструктурной поддержке. Например, о нормальном сообщении между Одессой и Черноморском. Например, о возможностях информировать, потому что даже в самом Черноморске не все знали, где база «Чайка», где находятся площадки, там за счет, как социальную рекламу, да, потому что с нас просят, у нас много публичных площадок и много публичных активностей, а с нас говорят, нам это все равно, вы же все равно фестиваль платите. То есть мы не зарабатываем деньги, но с нас их просят. И поэтому любому фестивалю в этом смысле хорошо бы была, вот такая специальная поддержка, да. Спасибо средствам массовой информации, нас все-таки в этом году достаточно сильно поддержали, часто приглашали и в эфиры, и писали о нас. Большое спасибо, кстати, всем. На будущее, вопрос о будущем фестивале хочется задать, но в следующем году это будет Коктебельск снова, Черноморск, я имею в виду, который на несколько дней станет Коктебельском. Мы зависим от того, что это площадка государственного предприятия Черноморский торговый порт. Мы не знаем пока, и они не знают, к сожалению, как в процессе сейчас реструктуризации, акционирования поступят и с этой турбазы, да, потому что она не действующая, она, по сути, на балансе и тянет этот порт как коммерческое предприятие, просто тянет из него деньги, да. Мы пока не знаем. Они пытаются найти инвестора. Если нам с инвестором удастся договориться, то, конечно, почему нет, да? Но, с другой стороны, вы же видели, в прошлом году еще не было там, где была парковка, да? Вот мы очень много получили. Где парковка? Где парковка? Вот там, где строится это здание. В результате у нас появился не нижний вход, где было удобнее людям идти, а через всю турбазу, по лестнице Потемкинской, как обозвали ее наши. То есть это вопросы, конечно, общей политики, общей поддержки, общих действий. Спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях была Лилия Млинарич, президент Коктебель Джаз Фестивал. Обсуждали мы, как прошел 15-й юбилейный сезон этого фестиваля в Черноморске, фестиваля, который был рожден и долгие годы проводился в Коктебеле. Напоминаю, что это радио Крым Реалии. У меня есть небольшое объявление. С 4 сентября на средних волнах 549 кГц слушайте нас в 7:30 и 12:10, а также на 105,9 отметки на шкале FM. Круглосуточно. Вот на этих хороших новостях я завершаю эфир. Напоминаю, что у микрофона был Сергей Макрушин. Это радио Крым Реалии. До встречи.